Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня». Мы, как обычно, работаем одновременно и на телевидении, и радио «Титим». Саха-радио – это национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов. У микрофона ведущий Юрий Сергеев. Приветствую всех телезрителей и радиослушателей. Надо сказать, уважаемые телезрители и радиослушатели, что эта неделя у нас праздничная. И надо сказать, что вот эти прямые эфиры и на телевидении одновременно, и на радио особенно проходили с участием и ветеранов якутского радиовещания того времени, да, наших вот нештатных авторов и так далее. Поэтому эта неделя праздничная. Как видите, вот тут у нас здесь тоже якутскому радио вот завтра, 7 ноября 1930 года, если немножко об истории сказать, это день рождения якутского радио считается. В этот памятный день, 13-й годовщины Октябрьской революции, тогда в эфире автономной Якутии прозвучали первые слова: «Внимание, говорит Якутск». Звуковой сигнал передавался из маломощного радиоузла, который был пущен в эксплуатацию осенью 1928 года в столице нашей республики. Круг слушателей был крайне узок, радиотрансляционных точек в те годы насчитывалось всего около 70, и вещание велось 1 час и на русском, и на якутском языке. Вот с тех пор прошло ровно 95 лет. Вот завтра исполнится ровно 95 лет. Целая жизнь, надо сказать. И вот отмечаем мы завтра и наш трудовой коллектив, национальной вещательной компании «Саха», дирекции «Титим». «Саха-радио» — это, я думаю, что и наши телезрители, радиослушатели, вся республика отмечаем эту историческую и знаменательную дату. Вот накануне юбилея нашего родного радио сегодня, и вот прямо сейчас в прямом эфире передачи «Якутск сегодня» мы и поговорим, вспомним об этом событии, вспомним ветеранов, ныне живущих и здравствующих, и тех, кого нет с нами, вспомним и тех, кто внес свой, скажем так, скромный вклад в дело развития радиовещания в республике, и радиожурналистов, и инженерно-технических кадров, работников, которые планируют программу выпуска передач на радио. Одним словом, кто так или иначе связан с радиовещанием. Вот в первой части нашей программы мы пригласили в нашу студию старшего научного сотрудника отдела этносоциологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук, ветерана СОРАН, члена Союза журналистов России, кандидата экономических наук Саргалану Макаровну Баишеву. Здравствуйте, Саргалан Макаровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и уважаемые телезрители Республики Саха-Якутия. Саргалана Макаровна, надо сказать, что является дочерью известного радиожурналиста, вообще журналиста, да, у нас в республике, заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия, члена Союза журналистов, отличника телевидения и радиовещания, лауреата журналистских премий имени Ярославского и премии имени Дзержинского, Макара Афанасьевича Баишева. Вспомните об этом сегодня, да? Саргалана Макаровна, с чего начнем, наверное? Давайте чуть-чуть. Спасибо, во-первых, за приглашение НБК «Саха». Мой отец Макар Афанасьевич Баишев родом из Мегино-Кангаласского улуса, из села Норогана, что в Жабыльском наслеге. Это отдаленный наслег. И родился он в декабре 1926 года, 28 числа. На будущий год будем отмечать столетие. Столетие нашего отца. Но нужно сказать, что чем отличается журналист Макар Баишев от многочисленного отряда журналистов, которые здравствуют ныне, которые были его ровесниками и единомышленниками. Он журналист, признанный во многих жанрах журналистики, он работал. Начинал работать литературным сотрудником редакции в 1951 году редакции «Саха-Сирия», республиканской газеты.
и почему его взяли литературным сотрудником молодого паренька, до этого работавшего сельским учителем. Почему он работал сельским учителем? Потому что он закончил в годы войны учительские курсы в педучилище и уехал в далекий Кобяй, в село Мукучу. Там непродолжительное время работал. И после этого продолжил учительские труды в селе Батора. А село Батор – это родина первого героя Советского Союза из якутов Федора Кузьмича Попова. Так, это всем известно. И после этого он в 1951 году был принят. Почему литературным сотрудником газеты «Молодой паренек»? Потому что он, будучи сельским учителем, писал маленькие заметочки. Это заметили в редакции. И раньше вы знаете, что журналистика и писательство – это были люди, занимающиеся этим трудом, журналисты и писатели. Это были единомышленники, и многие писатели потом даже работали в сфере журналистики или наоборот. Вот я помню, что на радиокомитете, когда отец работал в радиокомитете, мы приехали сюда, в город Якутск, вернулись, знаете, в каком году? В 1965 году. До этого отец работал в Амге собственным корреспондентом по Усмайскому и Амгинскому улусу. Там жили 2 года в Амге. Отец пропадал в долгих экспедициях, командировках по Усмайскому району, описывал и концентрировал внимание властей не только на проблемах тружеников села, но и на проблемах золотой промышленности Алдана. В то время возрождающаяся промышленность. Да? Да. И далее были Аймекон, Зырянка в начале, то есть это Верхнеколымский район. В Верхнеколымском районе, чем примечателен был этот район, отец познакомился со многочисленными лидерами коренных малочисленных народов севера Якутии. Сейчас называются арктические народы. Вот, чукчи, юкагиры, эвенки, эвены и долгане были у нас постоянными гостями. Они приезжали к отцу, и вы знаете, те, кто журналистикой занимается, интересуется, раньше журналисты были наравне с учеными уважаемой кастой общества, уважаемым слоем общества, к их мнению прислушивались, с их мнением считались. И на севере, тем более в отсутствии информации, журналисты являлись фактически третейскими судьями. Уважаемые телезрители, радиослушатели, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и у нас телефоны подключены 8 411 2 32 2066 и 32 1166. Вы можете задать вопросы вот Саргалане Макаровне, если есть таковые. И, конечно, хотелось бы услышать пожелания сегодня, да, вот как раз накануне юбилея Якутского радио, 95-летия вот, Якутского радио Титим, Саха-радио, это национальная вещательная компания Саха. Вот, Саргалана Макаровна, вот правильно вы сказали, что действительно он уже тогда объездил, побывал во многих наших улусах, да, в арктической зоне. Потом все-таки его судьба привела сюда, в Якутский радиокомитет. Вот как это произошло? Может, вкратце вспомните? В Якутский радиокомитет он поступил на работу с обкором Гостелерадио. И работал одновременно, иногда помогал сценарий писать якутскому телевидению. А в принципе он работал и вел новостные передачи. Да. И был редактором редакции, очень сложной редакции сельского хозяйства. Так? Поэтому он знал, опять же, лидеров сельскохозяйственного производства, был знаком со многими учеными, вот, докторами наук, посвящал им стихи. Отец был талантлив во многом, потому что он писал стихи, которые посвящал своим друзьям. Ну, во времена юбилеев и так далее это было. И сестренка моя, закончив музыкальную школу, у нее музыкальное образование вот на уровне музыкальной школы, она сочинила песню на стихи отца, помнится. Потом сестренка договаривалась со Степаном Захаровым, там тоже на музыку переложить его стихи. Но, к сожалению, Захар Степанов нас покинул, тоже в мир иной ушел.
И отец с матерью, я помню в детстве, да, у нас гостил постоянно Христофор Максимов, это народный наш мелодист. Мелодист, да. Ага, вот недавно, года 2 назад отмечали его столетие, да, он чуть постарше Макара. И вот он приходил, мама играла на мандолине, отец играл на гармошке, а Христофор Максимов там тоже на своих инструментах играл, они пели весело, проводили время, ну как-то это... были такие хорошие времена. Да, вот я вспоминаю, когда я пришел впервые вот в Якутский радиокомитет, это было в 1986 году, переступил порог этого здания, да, вот у нас во дворе, который стоит двухэтажное белое такое здание павильонное, она так и осталось, это здание сегодня, она называлась радиодомом, действительно это был радиодом, и для меня в том числе. Я помню Макара Афанасьевича, он тогда был старшим редактором последних известий, редакции службы новостей, радио, да, и надо сказать, что это был такой человек высокого роста, постоянно в тюбетейке, такой активный, подвижный очень, да, и вот я помню, действительно, у него где-то были, видимо, литературные какие-то задатки, видимо, были, да, он очень хорошо готовил на радио, кроме, конечно, новостей, которые действительно люди ждали его новости, да, это были и в записи, это не было прямых эфиров, все в записи шло, вот, он готовил очень такие прекрасные композиции, литературно-музыкальные композиции, да, большим праздником там, например, да, вот, и это вообще прекрасно было. И я думаю, что, и, кстати говоря, он же стоял у истоков создания радиопрограммы «45 минут в пятницу». Сарал Макан, давайте этот момент вспомните, потому что... Так, 45 минут в пятницу была очень популярная программа. Я вот лет 10 назад, после смерти отца, встретила бывшего первого секретаря горкома партии Петра Михайловича Андреева. Он мне рассказал, что Макар Афанасьевич сам лично прибегал к нему за тем, чтобы горком партии разрешил ведение этой передачи. Это было на заре перестройки. Да. Вот. И на заре перестройки, когда отец проводил на якутском языке, Геннадий Ермаков, очень талантливый журналист, на русском языке, эта передача была популярной. Популярная очень. Чем? Потому что туда вызывались на прямой эфир наши депутаты, народные депутаты, в то время Ильтемен только создавался, первый созыв был, да? Потом вызывались всевозможные министры на прямой разговор, и они отвечали перед... Население задавало любые вопросы. Был прямой доступ к народным избранникам, и был прямой доступ к нашим руководителям всяких отраслевых министерств и так далее, да, даже председателей правительства. И вот помню недавно, после появления книги отца, Альбина Иннокентьевна Паисева рассказывала, как она к 7 утра, к 7 часам утра Макар ее Афанасьевич вызвал на эту передачу, чтобы подготовить, и она приехала на грузовике, народный депутат, потому что такси не могла найти. Вот такие вот всевозможные казусы мне рассказывали его соратники, его единомышленники, люди, которые знали Макара. А Макара знали много людей в республике. И все-таки вот Макар Афанасьевич был действительно, он работал в разных жанрах, да, Светлана? Вот Макаровна действительно, вот и, ну, на радио, конечно, он публицист был, я считаю, он был публицистом на все такие самые актуальные общественно-политические, да, темы, да, он актуализировал эти темы в своих радиопрограммах, в радиопередачах, тоже 45 минут в пятницу и в новостных блоках, вот, и, Сарал Макаровна, еще хотел бы сказать, что ведь у него были-то и друзья-то, в общем-то, известные тоже журналисты, да. Вот, например, взять вот Владимира Варламова, который тоже, кстати, работал у нас на радио в общественно-политической редакции. Насколько я знаю, он был старшим редактором. Когда мы приехали с Уснеры, во-первых, в редакции «Последних известий» работал Константин Львович Хлопков. Это был очень талантливый журналист. Я потом впоследствии познакомилась с его дочкой, ныне покойной Галиной Константиновной, и недавно книгу, посвященную ей, презентовали в Национальной библиотеке. Потом это был его земляк, очень талантливый журналист. Потом работал Иван Лопатин. Да. Работал Иван Николаев. Я напоминаю, что журналистов по отчеству не называют. Виктор Крумин. Да, Виктор Крумин был редактором очень талантливым. И очень известный ныне
всем известный, ставший впоследствии героем Советского Союза, Николай Алексеевич Кондаков работал, вот. Светлана Михайловна Бессонова работала, Василиса Григорьевна Харунова. Очень много было известных, всех не упомянуть, но единственное, вот хочу вспомнить Ивана Гавриловича Алексеева, который очень был тоже талантливый. Литератор. Он был литератор, он был поэт, он был драматург. «Соғыл дел толбанах» на якутском языке, его была очень известная драма, ставилась в Якутском театре. И он посвятил оду Макару Баишеву. Ода, посвященная радиожурналисту Макару Баишеву, написана в этом предисловии. Так. Но я недавно подарила эту оду, распечатала, подарила в честь Дня радио, в честь юбилея радио, вручила в руки Олега Маркова, сказала, эта ода посвящена всем журналистам, радиожурналистам Якутии, потому что там описан тяжелый труд радиожурналиста, как они раньше, в старые добрые времена, таскали на себе эти тяжелые репортеры, потом перематывали тут пленку на бобинах, огромные были бобины, магнитофоны стояли огромные в этих операторских. Я же все это видела, потому что я работала редактором по выпуску программ радио после школы. Между прочим, хотела стать журналисткой, но мне, как говорится, сказали, по конкурсу не прошла. Потом оказалось, что я уволена за непосещение занятий. Ну вот в нашем музее НВК «Саха», там вот есть вот эти вот первые, скажем, такие же репортеры, да, скажем, на кассетах и так далее. А вот я в 86-м, когда пришел на радио, то, конечно, вот я некоторые из них, вот репортер 6, я помню, застал, вот такие еще маленькие был репортер 6, тоже с бобиной, да, переписывали и так далее, и так далее. Ну вот это какое-то короткое время было тогда. Еще тогда молодежная редакция была у нас здесь на радио, где работали вот Сергей Суранов, да, Екатерина Безносова работали, да, известные тоже радиожурналисты, да, вот. Из комсомола. Да, и все с комсомола вышли, да, поэтому вот это действительно, вот это как бы жизнь, вот Макар Афанасьевич, это история нашего радио, по ней можно следить за историей, становлением нашего якутского радио, тогда еще, да, вот, поэтому это очень богатая история. Ну вот, кстати говоря... Хочу похвалить Валентину Петрову, которая занимается, между прочим, историей радио, и вот завтра она презентует книгу, меня пригласила туда, книга журналистах, о радиожурналистах со дня основания Якутского радио. Поэтому очень была большая когорта журналистов, талантливых, известных, но ушли как бы из этой жизни, и про них забыло последующее поколение. Некоторые имена забыты, но я очень теплым словом вспоминаю Галину Михайловну Кривошапко. Почему? Потому что Галина Михайловна Кривошапко была дирижером симфонического оркестра. А симфонический оркестр был, между прочим, и хоровой, и хор был при радио. Такое явление было не во всех, даже союзных республиках. Еще оркестр был большой, симфонический, да? Да. Вот, ну что ж, Светлана Макаровна, у нас завтра юбилей радио 7 ноября. Вот вся республика должна это отмечать, дату. Поэтому, что бы вы пожелали вот нынешним и руководителям, и коллективу, творческим работникам радио Саха, вот, радио Тетим, Саха-радио, да. Так, Тетим, Саха-радио, я бы пожелала творческого взлета, новых творческих вдохновений и, главное, здоровья всему творческому коллективу. Очень талантливые люди здесь работают, трудолюбивые, и, естественно, многие из вас, вот, слава Богу, спасибо за то, что приглашают меня на радиопередачи, телевизионные передачи, и до сих пор Макаров вспоминает добрым словом. Вот в энциклопедии Якутии Макар имя занесено. Мегино-Кангаласские очень много пишут не только о Макаре, а о его родословной, о том, какой у него отец был, тоже очень знаменитый у меня дедушка со стороны и отца, и матери, оба стахановцы, председатели колхозов там во время этого войны. Но я бы хотела пожелать коллективу
исполнение тех планов, которые они наметили в договоре о сотрудничестве между институтом, с Институтом проблем гуманитарных исследований и проблем аутизма. Хорошо, спасибо. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, пока мы прощаемся с вами, на небольшую рекламу уходим, потом вновь вернемся в студию и продолжим нашу юбилейную передачу. Итак, уважаемые телезрители, радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это передача «Якутск сегодня». Мы ее посвятили к юбилею нашего радио, 95-летию, которого мы отмечаем завтра, 7 ноября 2025 года. Вот. Ну и я хочу представить следующих участников телерадиопередачи. Это Надежда Иннокентьевна Скрябина, заслуженный работник связи Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Здравствуйте, радиослушатели. Да, заслуженный работник связи и работавшая, кстати говоря, Надежда Иннокентьевна, начальником цеха радиовещания и звукозаписи, ну, более 30 лет. 34 года, да, если точнее? Да. Вот. И у нас также в студии отличник телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики, журналист известный Любовь Дмитриевна Петрова. Да, здравствуйте. Добрый вечер. И ветеран национальной вещательной компании «Саха», которая трудилась в совместной редакции выпуска телевидения и радиовещания еще в те далекие 70-е, 80-е годы, Анастасия Ивановна Калашникова, уважаемая. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия Ивановна. Спасибо, что подошли к нам. Вот, поэтому я думаю, что сегодня у нас эфир не такой уж и длинный, но кое-что кратко вспомним, да? Но я думаю, что давайте начнем с Надежды Иннокентьевны. Надежда Иннокентьевна, ну вот... Я когда пришел тоже на радио, вы уже работали тогда, да, тоже уже у нас в радиокомитете, вот тогда еще в старом радиодоме, в нашем родном, теплом, таком близком доме тогда было, и вот и вы там тоже начинали, инженером тоже, да. Вот, ну, скажите об этом, вот, как вы начинали, кто были вашими наставниками, может быть? Ну, когда вспомните я пришла те. на работу, наши аппаратные были все в радиодоме. Там это было очень даже... Такие уютные аппаратные. Был зимний сад. Работать было хорошо. Да. И главное, коллектив был очень сплоченный. Центральная аппаратная вообще была сердцем радиодома. Там все тусовались. И техники, и операторы, и дикторы, и режиссеры. Короче, все там через него проходили. И что я хочу сказать, первые мои наставники были такие люди, как Людмила Рысакова, Юрий Васильевич Анисимов, который потом стал моим начальником цеха долгие годы. Я вместе с ним бок о бок очень долго работала. А первым наставником, который ввел меня в дело, была Вера Ивановна Полушина. Очень такой увлеченный человек. Она меня ввела в курс всего дела, во все нюансы. И раньше тогда работали и в центральной аппаратной отдельно электромеханики, и отдельно еще вещание. А на вещанию там тоже были нюансы свои. И туда меня вела в курс дела Любовь Ивановна Имаева. О, да. И мы работали там вместе с этими, с дикторами. Да. Да, дикторы были, они самые главенствующие. Мы слушались всех дикторов. Дикторы были тогда вот Валентина Гавриловна Степанова. Да, вы все знаете. Фёкла Савишна, да, Готовцев, да, Фёкла вот Савишна, Иванова. Кстати, я тоже застала, тоже с техниками работала, и техники были тогда, как режиссеры работают сейчас. Да, и это самое, в этом коллективе у нас были еще такие ветераны, как Николай Николаевич Климовский. Да. Я успела еще... Мы застали еще его тоже. Да, вы это самое. И еще успела работать Фауза Ахмедовны Буниной, тоже большой студии. Да. И когда я пришла, там было все старое, конечно. Но хотя они говорили, что это все новое оборудование, которое досталось после Московской Олимпиады, 82 года, венгерское оборудование. В принципе, оно ничего было. Но однажды я пошла в новости. Мы же тогда все работали в этом радиодоме, там сидели и редакторы, сидели, и все аппаратные были, а в новостях стояли большие-большие магнитофоны, и около магнитофона стоит редактор
Гена Ермаков, я так хорошо помню, он стоит и режет это магнитные ленты. Ножницами. Ножницами, да, и монтирует, и клеит ацетоном. И так главное у него все это ловко все получалось. Я прямо стояла и смотрела, как он это монтирует. Прямо, например, они пишут выступление какого-нибудь человека, да, выступающего на 5-10 минут, и оттуда там выковыривают все лишние слова, убирают ножницами. Да, вручную все. Вручную все это было. И это была вообще мастерская такая работа. Надо сказать, что, конечно, вот я тоже, когда... Я в первые годы тоже работал диктором, мы с Любовью Дмитриевной и начинали, когда, да, все-таки она попозже чуть подошла. В общем, ну, это мы тоже все хорошо знаем, это вообще центральная аппаратная была, как домашний уют там был, действительно. Там мы чай попивали, со всеми вот да, ой, это вообще было как-то центральная аппаратная это было сердце радиодома. Сердце радиодома, да. Там все собирались, да. И главное, туда все входили, все линии. Потребителей было очень много. У нас же было 3 программы. Первая, вторая программа и «Маяк». И потом оттуда отправляли в радиостанцию 1, радиостанцию 3, все наши вот эти программы. Там большие шкафы стояли. Ой, там черт не разберется. Все надо было знать, главное. Да. Откуда что идет, основной канал, резервные каналы. Но со временем это все мы потихоньку поменяли везде. И мы сюда, в эту аппаратную новую, зашли в ночь 6 на 7 ноября 2011 года. Вот, видите, это вот эта аппаратная уже работает уже 14-й год уже. Да. И это была очень волнительная ночь была, потому что надо было обрубить все концы в старом радиодоме, все концы, и отсюда начать. Всю ночь мы не спали. Это действительно была очень такая работа. Очень кропотливая работа была, потому что тут приезжала команда из Питера. Они же всю аппаратуру поставили, наладили, отмонтировали, настроили, и мы с ними вместе работали. Тут же достаточно прямо обучались, и они обучали и редакторов, и режиссеров, и программных. В общем, работы было много. И что хорошо, в ночь 6 на 7 мы очень удачно, хорошо все вышли. Успели сделать, да? Да, успели выйти удачно в эфир. Ага. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, если есть какие-то вопросы, пожелания, то, пожалуйста, звоните 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну, теперь давайте, вот я хочу все-таки, да, перейти к вам. Вот, все-таки вот далекие 70-е, 80-е годы, да, Анастасия Ивановна, это была объединенная редакция выпуска телевидения и радио. Вот давайте, если об этом кратко тоже вспомните. Хорошо. Давайте. Кто там работал тогда еще, может быть, да? Сначала позвольте мне поздравить наших уважаемых телезрителей, радиослушателей, телезрителей, всех 95-летним юбилеем нашего радио. И всех тех, с кем я работала в эти долгие, извините, годы. Вот с большим уважением и волнением я вспоминаю тех, с кем я работал в комитете. Да. Эти действительно были очень ценные работники, очень знающие люди. И позвольте заметить, что у нас не было текучести. У нас кто случайных людей не работало. Кто пришел работать, то уже на долгие годы. На долгие годы, да? И вот я после окончания до поступления в университет, когда сюда в город приехала из родного своего села Малыкая Нюрбинского района, где работала в совхозе по девизу тогда комсомола «Школа, вуз, школа, производство, вуз». Да, школа, производство, вуз. Работала вот в комитете сначала звукооператором, а потом помощником режиссера. И после окончания университета опять пошла сюда работать. Тянула всем. Потому что это как бы родной дом, вот говорить. А мы во время отпуска успевали соскучиться друг от друга. Даже. И по этой работе, да. И вот в 1974 году объединили выпуски радио и телевидения. И вот этот отдел наш стал
отдел выпуска и программирования и стал как бы координационным центром. Штабом как-то. Да, штабом деятельности вот. технических, творческих работников. Вот. И телевидение, и радио. Да, телевидение, и радио. И этим отделом долгие годы руководил Радий Семенович Шепелев. Ой, очень этот был руководитель от Бога. От Бога, да. Он всегда очень внимательно слушал мнение своих подчиненных по тому и другому вопросу. И заместителем работала Василиса Григорьевна Харунова. Да. Она работала на радиовыпуске. На радиовыпуске, Радий Семенович телевидение. Но это объединенные, поэтому интересы были как бы одинаковые. Ага. И вот с нами работали опытные, известные дикторы, как, скажем, даже выдающиеся. Я очень рада тех вспоминать. Вот Екатерина Николаевна Местникова, Фёкла Савична Иванова, Афанасий Николаевич Готовцев, Дмитрий Константинович Избеков, Наталья Сазоновна Викторовна, да, Лира Тарасовна Белолюбская, Виктория Николаевна Максимова, Игорь Степанович Гурьев, Ольга Дмитриевна Иванова и вот Юрий Николаевич Сергеев тоже был. Но я был какое-то небольшое время, короткое. И была Татьяна Ивановна Мороз. Да. Были молодые, Сазонова Наталья Викторовна, Рудых Эдуард Егорович работал с нами. Да, вот. А в выпуске работали такие вот Светлана Николаевна Сергеева, ой, большой души, светлой души человек, Мария Афанасьевна Ефимова, Анна Протопопова, Евдокия Ионовна Акимова. Да, Мария Тихоновна Егорова, Мария Ивановна Кириллина, Светлана Федоровна Сергеева, Любовь Дмитриевна Ходулова, Зинаида Ниловна Рукавишникова. Все они были признанные профессионалы. Они знали свои дела. И вот от работы выпускающих зависело, конечно, очень многое. Это ведь они же выдавали передачи на конечный результат выдачи всех программ эфирного времени. И вот, как я сказал, случайных людей не было. И мы были всегда очень добры, очень переживали друг за друга. Дружны были, да? Да, очень дружны были. В любой момент могли друг другу прийти на помощь. И вот одной из них я хочу сказать о моей подруге. Светлана Федоровна Сергеева в девичестве Лыцкина. Вот она приехала в 80-е годы, уже когда уже этот отдел формировался, и сразу вошла вот в наш отдел. Она была очень ответственным человеком. И мы с ней сразу нашли общий язык, потому что это, наверное, причиной была то, что мы многосемейные были люди, такой семьи. Из большой семьи. Большой семьи, и были общие интересы такие вот. Очень жаль, что она рано ушла. И вот, конечно, работа выпускающего требовала предельного внимания, собранности, быстрой реакции, знания тонкости производства. Потому что это, конечно, результат выдачи всех программ эфирного времени. И вот, если бывали такие вопросы, возникали, мы друг другу всегда готовы были идти на помощь. Вот. В редакции работали преданные своему делу люди. И потому что выпуск является маховиком эфира. Да, самый основной, в общем-то, костяк, скажем так, откуда, в общем-то, и все мы смотрим, редактора, ведущие, где, когда, все расписано было. И как сейчас это все делают, конечно. По минутам, по секундам. По минутам, по секундам, где-то не перебирать не надо, там по времени хронометраж соблюдать. Ну, сегодняшние, вот, например, наши молодые коллеги, Мария Захарова, Татьяна Константинова, вот тоже они вот такие же, вот это, по-моему, вот это люди выпуска всегда такие ответственные, где-то строгие, да. И настолько была сложна работа, и вот поэтому крепка была наша дружба. Да. Мы до сих пор, когда встречаемся, очень много вспоминаем о тех, кто был с нами рядом. Хорошо. Да. Но это время идет, продолжается.
И вот сейчас идут другие имена. Да, конечно. Дорога открыта. Ага. Так что спасибо. Пусть процветает наша Так, радио. пожалуйста, Людмила Дмитриевна, ну, давайте, мы с вами как-то дикторами как были. коллеги, Давайте потом, да, что бы вы сказали сегодня накануне юбилея радио? Да. Что приходит в голову? Хочется пожелать 95-летия якутского радио. Я на радио проработала 27 лет, из них 10 лет диктором работала и 17 лет работала редактором. Вот на этой фотографии мы с выпуском сидим. Я вот такая пришла на радио. Вот такая была. Хочется пожелать, конечно, работникам радио, телевидения, радио в основном, конечно, радио пожелать, да, Саха-радио, да, пожелать творческого вдохновения, интересных передач, находок и долгих лет жизни, здоровья и достойной хорошей зарплаты. Люба, ну ты же как-то, вот я, насколько знаю, ты вот, тема у тебя была больше культура, да? У меня культура была, да. Культура была, да. Я работала в культуре 17 лет и очень благодарна тому, что я встречалась с такими выдающимися людьми, познакомилась в культуре. Это народные художники, это как Афанасий Мунхалов, Афанасий Осипов, я у них брала интервью, были у нас передачи о них. Всех художников, со многими очень художниками знакома была. С народными мастерами очень мы долго и плодотворно работали. Вот, например, недавно ушедшая из жизни Ольга Ивановна Гуляева, народный мастер, это один из лучших мастеров России она была. Также хумусисты наши выдающиеся, Иван Алексеевич, Иван Алексеев, хумус-иван, Николай Шишигин, вот хумусисты как раз, я вот с хумусистами стою. В общем-то, да, ну, в общем, ты общалась со многими, да, со многими людьми, с известными деятелями культуры. Вот Иван Ефимович Нигенбля, Александр Александрович Калашников. Да, конечно, Александр Александрович Калашников, вообще-то он, ну, так-то раньше приходил к нам на радио, вообще просто преклоняемся перед ним, перед его талантом. Да, это выдающийся архивист, историк, выдающийся просто человек. Работоспособностью, надо сказать, даже в такие вот уже годы, да. Ну, что ж, я думаю, что вот, Надежда Кентьевна, ну, ваши пожелания хотелось бы услышать, я хочу пожелать. Девушки вроде поздравили. Я очень благодарна своим коллегам и хочу поздравить их с наступающим юбилейными предприятиями. Я хочу сказать спасибо и Андрею Викторовичу Крумину, с которым я долгие годы работала, Игорю Павлову, Сашу Соломова, с которым я тоже многие годы работала, а также ветеранов, с которыми я долго работала плечом к плечу. Это, например, Володя Иванов, Валера Суханов, которые имели золотые руки, в общем-то, смекалистые, практичные такие. И девчонок своих, потому что я с ними работала, я их вырастила, скажем так. Это Наталья Фомичева, Ира Спиридонова, Даша Белоногова, это Татьяна Сергеева, да. Наталья Козлова, вот. Татьяна Калашникова, Роза Аманатова, вот. Всех поздравляю. Тоня Климовская. Я всех поздравляю. Поздравляю всех работающих сейчас редакторов, режиссеров, которых я люблю, которых я обожаю. И я всем желаю успехов в работе. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, у нас осталось секунды до ухода с эфира. Всех поздравляем с юбилеем, с Днем Якутского радио, Днем радио Тетим Саха-радио. Всех с праздником!